Гульмира Кашокова ждет в коридоре, пока дочь проходит процедуру гемодиализа. Около года назад врачи поставили 12-летний Айкан страшный диагноз – хроническая почечная недостаточность. Необходима пересадка. Пока не нашелся подходящий донор, жизнь девочки можно поддерживать постоянной очисткой крови. К этому аппарату ее подключают 3 раза в неделю. Состояние у моей дочери было очень тяжелое. После гемодиализа, это как искусственные почки, ей хорошо, но без этого никак. Или операцию надо сделать, или эта операция стоит очень дорого. Процедура не дешевая, около $100 за каждую. Сейчас здесь принимают всего 12 детей с таким же диагнозом. С сегодняшнего дня гемодиализ для них полностью бесплатный. Наше финансирование не рассчитывало на детей с хронической почечной недостаточностью, поэтому они получали эту процедуру платно. Один сеанс стоил $100, в неделю 3 сеанса, и это пожизненно, до решения вопроса пересадки почек. Дети, у которых не было возможности проведения диализа, грубо говоря, они просто умирали. Это стало возможным после открытия центра гемодиализа при Национальном центре охраны материнства и детства. Сюда завезли 5 новых аппаратов для очищения крови на общую сумму 100 000 евро. Помогли спонсоры. До 35 миллионов сомов из фонда высоких технологий закупаем расходные материалы. А в этом году мы купили 9 аппаратов. 4 аппарата в Национальный центр кардиологии и терапии, 5 аппаратов сюда поставили. Всего в республике 300 человек с диагнозом почечной недостаточности. Государство пока может обеспечить бесплатным гемодиализом только 90 человек. В планах Минздрава открыть еще один такой центр.